Так, всем привет, всех приветствую на своем канале. В общем, сегодня 27 марта у нас. В общем, тема какая? Решил заснять видос, может быть, про Lexus серия будет, как мы будем устанавливать ГБО. В общем, организация, где я работаю, ООО Якутская топливно-энергетическая компания, сейчас заниматься установкой газобаллонного оборудования. Ребята даже ездили в Европу на целый месяц обучаться. Вот, уже 5 машин сейчас у нас сделали тестовых. И вот сегодня буду загонять, наверное, своего Lexus. Тоже как бы тестово будем смотреть, как она будет работать. Ну, то есть, что лучше, газ, бензин, ничего пока не понятно. В интернете читал, все как-то разделяются 50 на 50. Кто говорит, газ лучше не ставить, кто говорит ставить. Ну вот решил на собственном опыте попробовать поставить ГБО, посмотреть, какая будет экономия, какие болячки выйдут у меня на машине, ну и что вообще из этого следует. Посмотрим. Загоню в автосервис, добро дали, место освободилось. В общем, установка 1,5 дня где-то будет. То есть сегодня-завтра уже, наверное, во второй половине дня я ее заберу. Стоимость оборудования с установкой где-то будет 35-40 тысяч. Вот так вот по цене. Будет баллон стоять 90 литров под запаску, под запасное колесо, ториадальный называется. Ну вот, как бы так. 90 литров должно нормально хватать. Так посчитал, получается заправка 1600 будет стоить, по 20 рублей у нас газ. Вот. Бензина я заправляю на 80 литров, это получается на 5000 рублей. Бензин у нас в Якутске пипец дорогой. Так что вот такие дела. Экономия должна быть нормальная. Экономия должна быть экономной. Все, сейчас будем загонять машину на газ. Такой же УЗ-ка, 2 УЗ-ФЕ. Когда брал? Года 2 назад. Так вот. Короче, что мне получается, чтобы он топал побольше, надо, да, ставить этот, как он называется? 2 редуктора даже, да? И да, получается. Форсунки еще не поставили сюда, да? Нет. А где они находятся? Форсуночки, да, получается? Тут 4 цилиндра, 4 штуки надо, или они по 3 идут? Там 6 цилиндров. Сильно видно будет? Да, вот так будет. Ну пофиг, пускай, в принципе. Мне главное, знаешь, что надо заморочиться, чтобы, короче, вот на лючок, чтобы заправочная горловина здесь была. Да. Потому что неудобно же там постоянно. Она, получается, где встанет? Вот здесь сбоку, да, чуть-чуть? Ну. Вот здесь где-то, да? Она такая маленькая, да, получается? Да. В общем, всем привет. Ну что, вот продолжаем серию по ГБУ. Хочу рассказать, показать. В принципе, вот установил я уже месяц, езжу где-то. В среднем расход я заметил, что вот
бак 93, ну в него залазит у меня где-то 80 с копейками, да, там 88, 85, наверное, примерно. Вот. И где-то примерно у меня уходит расход на 302 километра, 305, короче. Весь бак у меня уходит полностью. Вот, что еще? Сейчас покажу, как примерно поставили газобаллонное оборудование. Что я там поставил. Капотку откроем. Вот он, мой Lexus. Это LX 470 2001 года выпуска. Состояние, ну вот, привожу в порядок как бы потихонечку. Ходовку всю перебрали. Сейчас вот амортизаторы гидравлические придут с Японии. На следующей неделе будем устанавливать. Ну вот, ну что по ГБО. В общем, у меня баллон вот поставили тореодальный под запаску. Здесь у нас что? Есть вот редуктор какой-то. Точно не знаю, как он называется, что кого, ну, в общем, забирает, видать, газ как-то этот редуктор. Так. Сейчас капот откроем, посмотрим, как там ребята поставили все. А, вот он получается, контроллер, или как он называется, в общем, кнопка управления. Можно на бензин переходить, можно на газ. Тут же также есть вот датчики, то есть показывают у нас. Видно, нет. Расход топлива. Вот 4 деления. Ну вот эти деления вообще быстро уходят. То есть 30 где-то примерно у меня литров уходит. И все. Он на красное. Одна красная остается, одно деление последнее. И все. На этом делении я долго езжу. Вот. Сейчас капот откроем, посмотрим. Вот он, двигатель 2UZ-FE у меня, получается V8. Поставили они там 8 форсунок, то есть там стоят они под крышкой, их сейчас не видно. Ну, поставили они аккуратно, в принципе. Вот поставили 2 редуктора. Раз редуктор, 2 редуктор. Короче, сначала поставили они один редуктор, но машина не тянула вообще никак. То есть слабенький получается. Сколько у нас? 235 лошадиных сил. Я думаю, один редуктор на 100 с копейками рассчитан, наверное, и все. Вот. Оборудование Европа Газ. Мозги они вот сюда поставили. Вот они, мозги. Как бы по установке, как нареканий нет. Все вроде аккуратно. Шланги все как бы закрепили. Вот. Это у нас фильтр. Говорят, его надо обслуживать тоже. Вообще, как бы надо 2 раза в год заезжать на обслуживание ГБО. Смотреть, чтобы они все штуцеры смотрели, промылили все как бы. Вот, газ 4-го поколения, вот что хорошо, что не заморачиваешься вообще. То есть заправился, ездишь, он все сам делает. Он заводится у меня на бензине. До 60 градусов машина прогревается и как бы... Дальше уже по топливу заправляюсь на ЕТЭКе. Не знаю, кто как говорит. Мне кажется, у нас в республике Якутия весь газ одинаковый. Поэтому все, что говорят, там, что на Саханефтегазе лучший газ и все это все фигня, мне кажется. Не знаю, не пробовал, не заправлялся. Не могу ничего сказать вообще. Ну а так, мне газ вполне устраивает. Вот я заправляюсь на 1800 этот баллон полностью. И все, и езжу я там неделю, могу нормальные расстояния преодолевать. Не как раньше было с бензином. Все время как-то себя экономишь, ужимаешь. Так вот, бензин заправляю. Иногда я как делаю, короче, езжу я немножко на газу, баллона 2, наверное. Потом я все-таки на бензин заправляю, езжу 1 бак бензина. Не знаю, как. Мне кажется, машины делали для бензина. Поэтому я как-то газу не знаю, доверяю, не доверяю. Ну вот, езжу, нормально вроде бы все. Посмотрим, как дальше будет оно. Говорят, двигатель сушит там что-то. Хотя что там сушить, я не знаю.
Металл только может быть как-то с годами от температурного режима. Мне кажется, температура горения газа, она все-таки больше, как бы. Из-за этого, может, что-то с металлом происходит, его там свойства свои, может, теряет какие-то, как на бензине. Хотя я не знаю, вон отзывов вот много, вот на ютубе смотрел, все говорят, ходит по 150, по 200 тысяч, но это машины не крузаки обычные. И нормально все, двигатель разбирает, но все то же самое. Как после бензина, как в Капитале, то же самое все. Так что думаю, газ это нормальная тема, его надо ставить. Не просто экономия, но и как бы. Я вот что заметил, что машина у меня на газу едет шустрее намного. Октановое число газа это 100 и свыше 100, по-моему. Вот. Что еще? У газа, конечно, по расходу его больше немножко уходит, чем бензина, но это тоже не очень много. Я заметил так. Что я на бензине ездил, что на газу, разницы никакой нету. Вот. Короче, ставьте газ, не жалейте. Оборудование себя окупит все равно. И такие машины, как вот Крузер, Тундра, высокообъемные 4.7, 5.7, я считаю, что вообще газ необходим просто. Не просто нужен, он необходим. С нашими ценами сейчас на бензин надо как-то учиться жить по-новому. Вот так вот. Что могу еще сказать? Денек сегодня офигенный у нас. Сегодня 9 мая, всех с праздником. Вот наша природа якутская. По машине, если я как бы, может быть, дальше буду снимать еще, что будем работать, там устанавливать что-то. Вот камеру я поставил новую заднего хода. Очень удобно тоже. У меня в комплекте не было, с машиной не шло. Езжу уже 2-й год на нем. Машина вообще радует. У кого как бы есть возможность купить такой автомобиль, берите, не жалейте. Это вообще была моя мечта, можно сказать. Вот. Приобрел себе и ничем не жалею. Машина отличная. Вот такой салончик у меня беленький. Вот, кожа, конечно, у японцев не очень, надо иногда вот у меня уже пошарпанности есть, надо перешивать. Ну а так в целом нормально. 2001 года машина, я считаю, что вообще выглядит хорошо. Погодка у нас была, конечно. Сейчас дождик проехал немножко, поэтому машина грязная. Хоть и мыл, хотел на обзор чистым поехать, но вот все равно получилось так, что под дождь попал немного. Так что, ребята, вот такие дела. А по поводу газа ставьте. Вот место такое красивое. Всегда сюда приезжаю, останавливаюсь. Как бы нравится. Вид офигенный. Вот, сука, вот тут в прошлом году твари какие-то, видать. Я вообще вот хочу сказать, вот, кто это сделал, вот гондоны просто вообще. Вот в прошлом году приезжал, здесь все чисто было. Сука, люди вообще просто, блядь, твари просто. Я не знаю, другого слова просто нет. Вот как, блядь, жить в своей республике, нахуй, так вот обращаться к природе, я не знаю. Есть куча помоек, куда можно все это выкинуть, как бы. Зла не хватает, хули сказать. Просто зла не хватает.